Дарайсом хорс зирстун. Ларайсом та хорс. Махма бакутуй планетари. Фцахат хусари рстуна. Фцахат хусари рстуна. Ами бакутуй цаджанах дау магаска. Բիրավալթարթբալիցները կոնդումենտան ծուապչի դատա ախան պլանետարի բակունդրցը ծվալատը սալստադուն գալուանը կապպարիսայ նր կոսմոս վարժտան սաբոն ուզան տելեսկոպ թրոջը ստալը դամքասնան պլանետարի բականանը կոդը սարայ դարնը մոդրցը դրաստլ ացը կոդի ֆարս բալավդը ստախր ադմինիստրատ ամար ռեսպուբլիկայ կուղտարյա գատտար պրոյեկտ խաստրցը դրազգավալթարը մոնոն կոմլադը ֆադլ պրոգրամամա ամայնավաստյատայ ռոխիցանրցըց ֆինանսուն ֆարաստան Filmtață programa magaska vaqtsavdisda Wayfadl vaqtrastajı Bakustisda Svalatitsval stadun galvanı kuşçıtam. Ացը պրոյեկտը սայրագնուսանու սվալատը կուդիկան նոդրով արախտարկանն ամակայզաղն եղավ աղաս վավձան սարոզմացը դանդար։ Պլանետարիz դուբն պատկաբնատım. Բմայվալդայմա ֆիլմ տամկասն ռաստաջը սպայդո գանանուծան 3D կասանցաստ տայդար։ Ֆիլմ տավդս ծավդստը պրոյեկտը ռսվերուն կասան ամակալար սվատող չնդարգանան տպացım։ Սոչիտը Ֆատիմա տեխտջանա պատախատուն տելերադիո կամպանի իր։ Anamang در قواد صناعت پلانتاری ما آگ هنو تو سوالت دیا وقتی چند در روزانی سمدیشون و ما قوی فعلا استال تا کدر سوق نکدیر توینز. Ingridia zon samaskulot alkacina fala is astronomii predmet. که جاگنای قوی زوننای نتیلی کشت درای زوننز فلیت سمای بلورد درای بازونم لمبنگ در و ما تگه در تنگ سمدیسو استال تا بد پلانتا تا. اما تمام استالت خوز در بازونم ویت خیر با خودم سپیشالیستم. نوچ در ورایسوم خورز ایرستون ترجته ماخ ناله وردار ترکرم اما نمیس کیزاغن قوت سمدیسون آدایمان کسی ماخ نر آزور دستم تنگ سمدیسون پروفیسیل کسی نزخم نخواب فلت و در رو فارست. ابو نماز اگر باد سدیس بیره وارسون گویماک لیف نالباندوف فتیس نفگنن آخر گنندون ویف است خوصاری رستون پادشاهادون اونیورسیت نرتک کوسا آخر گنگای آمون سوالتن آسترانومی درایسم خورز لیف فندم بازونن آسترانومی ما کدرا خستم چه باد سم دیسکوتات سمی آسترانومی بازونای آسترانومی پروفیسی رایسای افتزارم. Я в школе изучал астрономию, но тогда у меня интереса не было. Но когда я начал учиться в нашем институте, в университете, то мне повезло, и был у меня такой замечательный, можно сказать, учитель, Засохов Котик. И он настолько интересно вел эти лекции, что не полюбить этот предмет невозможно было. Но до этого я, конечно, смотрел на звезды, на солнце, все, но как бы я их не видел в школе. И я не ожидал, что это так интересно. Он вел лекцию каким образом? Вот рассказывает он и прерывает свою лекцию на интересном, что ты ждешь, когда будет вторая лекция. И сам человек был такой, что я его полюбил очень. Очень серьезный участник. После я узнал, что он участник войны и имеет с нашим Александром Тебиловым, что носит тоже какие-то родственнические связи. И больше, глубже, когда я узнал этого человека, то нельзя было не полюбить. А после я начал работать в школе. Меня привел туда, вот здесь преподаватель один, лектор, работал Абаев Виктор Сасламбекович. Он знал меня со школы. И знал, что я, более или менее эрудированный такой. И предложил мне преподавать электротехнику. И когда я начал электротехнику преподавать, то я заметил, что учитель, тот, который преподает астрономию, он не знает, где какие звезды, созвездия. Он ведет астрономию просто, бывает вот в школах, то есть ведет не тот, который любит. И вижу, он преподает, и как-то я старался не отнимешь же у человека эти часы. Но стал такой момент, там аттестация или что, этот человек почувствовал, что не тянет он это все. И я предложил,
давай я буду вести этот предмет. Ну, мне было трудно вначале, но я вспомнил, как вел Засухов котик. Я начал читать больше литературу. И постепенно вошел как бы в это дело. Но все-таки это такой сложный предмет, сложный очень. Цits medisyn astronomie, цемей, цезуфей тохамей, ветсген окоста телескопты, Нет, телескоп как такой у нас был, ну слабый телескоп был, но горизонт. В смысле, как это было? Значит, я почувствовал, что это астрономия, это как бы острие науки, понимаете? И я же сам математически кончал, но у меня получалось деление. Я и искусство люблю очень сильно, занимался живописью. И одновременно математика серьезная. И между ними я как бы находился. И одно знаешь хорошо, и второе. Когда несколько предметов знаешь на отлично, это очень сложный выбор. И вот знаете, как астрономию преподают в 11 классе. Элементы учат в начальных классах. И вы знаете, астрономия это такая наука, которая невозможно, нельзя ее преподавать в 8 классе, в 9 классе, в 10. Я скажу, чтобы астрономию ребенок понял, он должен пройти химию, тоже хорошо уже знать, физику, математику. И если его взять в пирамиду, астрономия находится на вершине. Вот в чем дело. Ты должен уже, ребенок это подготавливать, и вот он тогда уже должен. Если это он не прошел, допустим, спектральный анализ, там оптика, там бахимия, ну, допустим, радиоактивные элементы, как происходит вот это все, разложение атомов. Это все связано с... Regi në Respublikë Sfaldestadun Galvane, Baku të planetari. Ama të më gëska të rotën is në svalet të planetari, të më nësa kave, të mi дагисja, të më disun хот-дог. Это очень передовой. Я очень обрадовался. Я когда узнал, ну, правда, случайно узнал. У меня бывает во вторник уроки в лицее. Я когда пришел, на столе лежало вот это объявление, что открыться. Но я раньше знал, что там строят там планетарий. И мне было очень приятно, радостно, потому что во многих больших городах это только есть планетарий. А у нас этого не было. Я тоже думал, вот в моих мыслях, конечно, это связано с деньгами, чтобы или в 12 школе, или хоть в лицее. В лицее есть хороший очень директор, Лаврентий. Если он эту идею, сразу он это делает, мгновенно. Но я ему не предложил, не говорил. Но в моих мыслях было, чтобы в крыше сделать не планетарий, а просто установить телескоп и что-то открыть там, что-то сделать. Такое, Ну вот это планетарий, что сделали, это я смотрел и ну, там спросил, как и что. И видел, как он действует. Он даст не только просто ученикам, которые изучают астрономию, а всему людям. Очень, ну, такое, очень интересно это в научном плане. И интересно, что он находится в таком месте, где дети собираются. Вот Дворец пионеров и ДТС особенно. Детская техническая станция. Nëvgënag dërda, ama nëvgënag me astronomie ishte i vzinodise. Я, между прочим, когда преподаю, знаете как, есть разные школы. Лицей искусств – это есть направление искусства. Я в 12 школе преподаю, это совсем другая школа, совсем другими направлениями. И я почувствовал, что я, когда преподаю черчение в этом как его, он должен больше раскрывать совсем другие планы. А вот в другой школе это совсем другое. И здесь я больше упор делаю как. Я знаю, ну, сам пишу, это связано, значит, с химией, с этими красками. Я преподаю черчение, и связано это с пространственным мышлением. А здесь астрономия, я им по черчению говорю. Вот, допустим, мы говорим слева, справа, фронтальный вид. Но ты когда в космосе, там уже нет направо, налево, наверх, вниз. Там уже совсем другая ориентировка. Человек совсем по-другому ориентируется. И ориентиры это, ну, мы, конечно, это все рассматриваем относительно нашей планеты. Ну, недалеко будущее, что ты будешь смотреть, или люди будут смотреть, допустим, ты на Луне.
И относительно Луны будешь рассматривать это все. Это совсем другие. И вот это черчение, которое я преподаю, значит, я вот подумал, что тот план, который... Я в последнее время план уже не писал по черчению, и упор сделал совсем на другой. Что это черчение, которое я преподаю, оно должно развиваться в совсем другом плане именно в лицее. А там в другой школе совсем другое. Я, когда преподаю астрономию, я здесь связываю, значит, ну, как хотите, поймите, с национальной культурой. В каком плане? Есть у нас был такой ученый, Сюкаев, ну, родился в селении Прис. И он написал астрономию, перевел, короче, на осетинский язык. Ну, к сожалению, этих книг тоже хорошо было упор сделать. Вот. На листе. Есть книга, но она у нескольких людей. Лично у меня нету ее, но я ее видел на осетинском языке. Есть еще такие вещи, которые, вот, допустим, связаны, можем мы связать с нашей культурой. Как? Вот, допустим, большая медведица. Большая медведица, это, я считаю, что название, в первую очередь, было дано ираноязычными племенами. Я это связываю с чем? Мы говорим, ну, в смысле, у нас более на русском идет учеба, и ее назвали медведица, но есть такие названия животных. Вот, допустим, змея. Мы не можем сказать змея, мы ее заменяем словом пресмыкающийся. Мы говорим медведь, в смысле, по-осетински орс, но орс нажурам. Не говорили, в смысле русский. Они говорили медоед, заменили. Это можно связать с чем? Я сейчас скажу. Значит, когда эти кочевые племена кочевали вот на таких больших пространствах, они ориентировались по этим звездам. Здесь мы говорим большая медведица и малая медведица, но в Западной Европе это так не говорят. Там говорят майор урса, минор урса. В смысле не урса, а арс. Это связано еще с этим тотемным. Ну, на этих территориях самое мощное животное было медведь. Правильно? И вот я когда веду урок календарь, то я им говорю, что июнь это, значит, Богу Юниусу посвящен, там, и так далее. Значит, август это в честь этого, как его, императора Августа, июль это в честь императора Юлия. А вот Марс, мы говорим март, но в Западной Европе март не говорят, а говорят Марс. Значит, он посвящен Богу войны. А Бог войны, у греческих племен назывался Арс. Божества все были греческие, заменены римлянами. Юпитер, значит, это Зевс, Сатурн и так далее. Но именно одно вот название этих планет, вот Марс, и вот это божество было оставлено. Арес, Марс. И когда я интересовался, ну, это уже интерес вызывает, вот в чем дело. Я детям говорю иногда, вызывает, что когда греческая культура, она усилилась, во-первых, греки зашли с севера. И когда она усилилась, то она взяла многих богов с других племен, с других этих национальных этих объединений, народностей. Значит, я считаю, вот это Арес взято, ну, это греки же индоевропейцы тоже. И это связано не просто так. Армяне, ну, сами армянин, значит, медведь у армян Арч. Арч. И отсюда это взято. Еще одно божество я еще соединяю, ну, вместе с этим. Когда я рассказываю, это связано с астрономией тоже. Значит, есть такой бог моря Посейдон. Есть другой бог, богиня, это Артемида. Значит, я заинтересовался, откуда она попала к ним. Значит, она попала с Малой Азии, со стороны Крыма и так далее. А это поле влияния каких племен, вы знаете. Я ее, значит, есть такое, что имя Бога нельзя, ну и мы увлеклись мифологией, это тоже касается, потому что большинство звезд, большинство этих названо из греческих и разных мифологий. Но мы упускаем, что откуда это взято иногда. И вот, значит, имя Бога, Хошал, Острочи, но пройдет тысячелетие, эти имена табу, нельзя менять. И вот точно так Артемида. Если приглядеться, ну, в осетинском плане, ну, мы поймем, что Артемот.
И когда я заинтересовался, откуда она взята и что это, уже зашел глубже, значит, это связано с Малой Азией, с этими северными, что греки зашли с севера и так далее. Очень интересные эти наблюдения. Ой, тунцем дисунестам. Ама валорвел исохам роттенснамта alle столетан цемендерта ирун одам ирун нумзис каман рот. Я сейчас скажу. В смысле, это название планет, да? Планета там. Сейчас я скажу, значит, я во вторник провожу уроки астрономии. И у нас был такой урок, он назывался «Конфигурации планет». Конфигурация, значит, взаиморасположение планет, как они расположены. Этот урок касается того, что нужно знать, надо знать, значит, где их наблюдать и как легче наблюдать, в каком положении они должны быть, в каких соединениях, противостояниях. Мы разделили планеты на, значит, внешние и внутренние. Внешние, значит, это от Марса дальше, Юпитер. И внутренние, это между Солнцем и Землей, которые находятся, Меркурий, Венера. У них расположение близкое. Меркурий на 28 градусов только может отойти, а Венера на 48 градусов. Значит, мы ее можем наблюдать, и здесь я соединяю. Я им говорю, вот раз она так расположена в одной плоскости, почти расположена, Солнце заходит, и вот мы видим яркую звезду, только единственная звезда, там она видна. И я детей спрашиваю, что это за звезда? Ну, это, конечно, не звезда. Большинство, не знаю, серьезно, бывает, редко. Ну, прошлые годы. Это Венера. Венера. Сириус. Ну, а Венера, не, Венера. Венера. Планета Венера. А Сириус это самая яркая звезда. Ну, сейчас она зимой. Сейчас она будет. Вот сейчас это период. Сириус Бонвернур, да? Не. Венера Бонвернур. Венера. Венера. Значит, оно имеет осетинское название. Бонвернур. Значит, она как бы появление дня нас предупреждает, что появится день. Ну, с той стороны или с этой стороны. И вот в этой одной плоскости. И мы здесь уже знакомы Бонвернур Кужуренец. Значит, это планета, не звезда, а планета. Но самое яркое это Сириус. Созвездие. Это уже тоже можно связать с чем? Вот когда каникулы появляются, каникулы, это слово, произошло от слова канис, собака. Когда появляется вот это созвездие большого пса, где находится самая яркая звезда, Сириус, вот тогда и сейчас скоро будут каникулы, и вот хорошо будет видно вот это. Каникулы фаза. Самое яркое, самое красивое созвездие, вот я их веду тогда, показывать созвездие, когда появляется самое красивое созвездие. Это Орион. Вот когда она появляется, тогда детей я веду, чтобы мы посмотрели. Масам камкасут, ну, это мне в телескоп не нужно, потому что в телескоп что ты видишь? Она звезда такая. Ну, я в основном стараюсь такое место их забрать, где меньше света. Здесь конечно. Ну вот, допустим, вот Жаукями. Ну, последний, я раньше водил вот наверх, это Кями. Как вот, над Шанхаем, что холм, туда. Но сейчас в городе очень трудно куда-то повезти, нужно на автобусе вот отвезти, потому что такой мощный источник, Цхинвали сейчас, весь он освещенный, что трудно смотреть, наблюдать звезды. Чересчур. Значит, детей я заставляю следить за солнцем. Солнцем как? Вот как оно передвигается. В тетради, чтобы они отмечали. Это вам вот как, значит, Солнце передвигается, и вот сейчас примерно 20 числах декабря Солнце дойдет на горизонте до предела. Больше вниз, на юг не будет идти. И опять это будет самая большая ночь и самый маленький день. И он опять начинает двигаться. И до определенной точки дойдет в этом, как его, в июне. Но между ними он будет находиться, значит, 23 марта и 23 сентября. Это значит точно точка востока. Тогда день и ночь равны. И вот я им именно концентрирую внимание на это дело, вот детей иногда. Какой день это бывает. И вот каждый хоть в городе должен знать, где ты живешь, какие градусы, 44 градуса, 43 градуса, долгота, большинство не знает.
Здарай разурен ма. Вот это точка востока. Вот это 23-е, где он поднимется, точно точка востока. И вот определенная часть, сколько градусов, вот от июня до декабря, сколько градусов проходит солнце. И вот когда ребенок вот эти вещи ты рассказываешь, ну я веду, в смысле, как сказка. Не вхожу, вот, когда астрономию веду, я не вхожу, вот, чтобы выводить какие-то формулы и так далее. Потому что я вспоминаю, когда мне преподавали в школе, я как это учил, и как мне. Не, преподавал неплохой учитель, но большинство из нашего класса астрономию не стремились к астрономии. И вот я стараюсь так, чтобы уже на уроке они знали этот урок. Что меньше, ну, в смысле, вот оттуда он начнет уже читать. И был такой случай, что один сам сделал телескоп в Москве, наш один ученик. Сам, самостоятельно. Вот это интересно. Тенхорс, цементисун ровадис на хос, на ма астрономия филдер на хусторам, касам столетам, хурко драцу бацу канавма, цеман кайзагна ганима профессии моровзорам, фалан нахицан цементисун зани, стейра сугдуарф. Старбузна кай намер боцтама, кай на райсун кай бера сухт куттай да цементисун розертай нахастай. وده فيتم نا استالت خبرتم بازتم لبرگن سازختا اما اون مگسکه با کسم استالتن سزاغدسته نردم ایس پلانتاری اما انسا لمبنگ در جورزسته گراسکوب فس اوین فس آبون با کوسات خورس فستیجته تقطک تنودزن و دونیمه از داخل قوه خسلوردن فل در قستار سمای دا افتاریتیت مافت سودان انان قلجدن فوازه گودزن در آگونن بال اما دن دپلان تفایفزن با قوزن در رستگس نووند کنن و من سمای انگوره تراف دیسای تنگرگونده بازایدستود و کردزیه گال تیلیتز بیره آلخوزون زوندامونن نخستفی قوسن آبونگال ای وقصادمی ما فخلوسیمه اندر آفته قد کنزست و ما آل قطاق در دزردک کنس دیمبل تکت در واقع خواست تخیگنانیس اما را قلباوات دخی یبنات سور سمی ونخلمه ما خیزا و نخاس فنداگل ما عدسو فازتا близнецы Цауга поездыл нақава қавын багаб кәнін, ницы хурдзинаттам занқалмакасы, уйбасты цардма позитивун састынгастар дар, афта вәззау ама авзар нау. Финансун вавары вәззау хабарда раргун кәнзен бінтун андер фарсай. ما کمان مارات خسخصا در آدم افتیکته نالر باخوزن دوارزو نادای ماگیمه راقل باوزنم. مزبر راک اخسازم دیکابر مدبرن یکوست فزنزن آخم وازق جم پروبلیمه اما یباقوزن ایم بال مفادزورن سمای وار اربینونو کنا ده زونن زینت فبرزوند کنن الباصر خای اما ده کاری رای رست فتاخت دروا ده خرد خبر ما ارکس اما دن کد نوای دوست فکاتر کنن دخیتن و دباخات خسمه دی طولگمه دومبای لیو آبون دنبای بانکارزن یخی سارمل دی وقت ساده مقدفدن قل کفکنا و تصور انکارنت بافزاردزنوی. اتساق ده راستر آتس خبر باخیزن سارتن سزنزینت ده تتکن و دونی. دیم کشتیمه قاتر نخواست کن سمیدن باکوسن بانتسا. ایزار فیزیکون اما ایموسانالون وارغی دخی سری بارکن وی بست آیوادو مزال رایس خواهد. چزگ دیوا چزگ نرازکن زن پرسپکتیو نمت قطک تنکس آخم کستتا آرازن. گنانیسم بنتون راست نده و من اما گتسل قطک تدر و ینس افتیاگ جن. توستر خر آتچینک تا کد من بارس دواز فلدر کنوات. کد دوارزونی مخل کنس و ترم مستما کن. سارد آلخزت تدر ویه. فالوارن تسر تدر قوه سربرزونده آخیزن. ترستم ویسی. گاراskop فدزخ ستر است اخسازم دیکابر کوزن وازال گوماوبون اما آتس خبر بون غدمه نیت بار داره نیت خوزده تاونس آخاسته تا دوارزون آدیماگ اما امبالتی مدر دخیسه فایب پرد کن آبون سمی واور مافکارز دروا نفشچن دروات بیزنس الخستر است سمی دفرست دخیردگی فوی انقل مدم کسه بیره وارسون ایزر گدزدم سکارپیون
قصدم یخی لستگرد تتای کن باخیزا و دم یخیستر فخل کنزن وی تا افزاره باند افزن سکامان جیروف کاس نسان کودتای وول در اما ایومیاگای دکست سوم بونل در مایز خواهد ایسکای بتسوت دخی سارد مکس دخزارم قدتکت سخگرن لو دسته ماسار خای ارمست خسای راج سکوتساک کنن فاتح سک ستریلیتس ما پلان کند فاتح سگ آبوم ایستستر اما وازگ جن قطاق سارازن ده تخت بنتون نقاجه با خارج کنزنه ما باز دخیف خیرن کد ایشچی دزرده ما تنگفت سوا وتر ما ماست کن فرست تخیدر نیچ پایداو وی بست ایستر مست سمی وی ماتریالو نقداوی سری بار ساغ سکا کازیروگ اخسازم دیکابر ساغسکاین یا بونو цифенده проектен در رورا بندور قد تعبیر اما دبونو رونالای کستمم دخیسر ماگون سارد سفزرزن زنواور اما دم خوسک اوخ بادرخ کنزست ده فارسمت سکرخون آدمیس ودون سمی ما فخش جنوای ویت خیبات سارخای ده فرستر از داخل ما تسکوم جنی ده ایزر بالد سرستجه با خارس کنزنه بیره انرژی اما تخته دون کالک ودالی آبون دون کالاگه بافنسن صابر مخصوص گونن گارانتی قزنک بون آرویتن ایه وقت میمه سار آخم بنات سران زرده رایه آباد زستود انه منگ نو امایم خط طولگه الاد سوای فیستگه باوای ده فینانسو واور را راستود زن فلا ده فرستن سیردک تلخنینک تده قدیس و دونل با قوزسته گننیس ما سوازالوای اما یوود دخیمه رستگل ارکس کسکته ریبی کسک تنساتس کم سخیولر خودسن اما او منی سیاخی آخو سکته گننیس مدنات زارده بیره چیبالک کات کوتا ویت سمی در باقک دارای آرخت ز خاطر تا ایس اما یود دن خاص بارنزن ده فینانس تواور صابرو ول دایفتی اکتم مان قلمکس فلت ده خدزارون پروبلیمات انسونیس کدزاک کننز ایزارن قلمکس لورتم اما در اخصاص گنزینتم گرینری دگه نال خودون دکانی تدریس گرستم مدت نقاوی درست سرتنم. ویتون سمدیشون آلت درس ویم. فعلا زغم درست دکانی ما کباخیزن بعد ما فندم باید خمیست سارن کت مزرد متن فتا و متن منی تمام مکملو. ویت خیبت کن قباعت سان خویگ متسمی لمبنک در رزورات فرصلمه بامبارات صدقه و ساخم قامات خود قامه زغم ماسیما دوتیس فیرما خواهد زامت دا نلگوی مکتن کاستوم تا وردم با تاوزنه دبون مسرما گونده رافزاره بنات قامات سخته گیونگن داخیونگن وزارست دخدک اما دنه ایسنس دا بارنته دا ایسنس اما مگس که خواهین سرما گونده دخیتن کاستوم تنک خورد سما ما خود رئیس آخم بنات کمی سرما گونده با سلامه رافزارن صدقه ما اوه بیره نمیس خویجه تکدون تنک خورد سارزنز دا کتفند افتم تنک خورد با کسد نه رپورتاج ما ون تا سزخدسته ولادو راست دیزاینرو اما بازدایزن آخم پروفیسیه کتس آل دوگمه آل راستاج درو قوک پروفیسی دیزاینرو آخم سپیسیالیست کتس دونیم بافدیسه ولادو راست اوریجینالوم خواسته اسکیسته کتس تزوکتتنز موده فستاگ دومنتن افزون دیزاینر لیسیا کوالووا آس قوگمه وازق جن پروفیسی خمت جن رافزرستان یوازل کسد و دنی رازدو اقدام گسکه آل خوزون ریدمیت تکراورتوی و دوی سیستا خسکارد افزون دیزاینر رمسد یه ولادو راسته یو اندر تکت خودتا کدیر سفی خلطام آس طاجت خیم خل نکوتوی فلایو بالا و دسته فارسمن پروفیسی رافزارن لیسیا ان دزرد کاغنود و فیدرایزت تا اندر پروفیسی کین رافزارزن اما صد یسابی بونت بلیت سفدل کاستفاتسیس ماگیستراتورا در یه دیسرتاسیه دیمود ایرون آدم ناسیون آرنامین یا کستتاسی پتر باستست آرنامین دیمن دیزاینرون ولادارا سایداخت در ما وی خوی اکسسوارت سارمای در فندکنه دارت در سناسیون ستیل خوین لیسیا کاوالو و خیادیستا بیره کنکورستم کتستدست و رسیه فدراسیه خیسن ریگیونت اما ای باساخستا ریزون بنتم کستال سمندر فرست آس قدیل خستو افزون دیزاینر در یا خور فسته لیسیا کستا مسکوی ولادار از خودتا اینترنت دوکانیان فلیخی سرمگون دوکانی بکن نقده یا وقت نواختا اما این بانتست دیس خست کنن
Ядуканье лесионист чисел эрмоздар. Сыраной хое валадораз. Лесионист яхи клиента майн ал хаттар аксыз гонвае. Вудунай акбалан нахастак фигусен. Ямадымазы емгартасты сарыстыр. Варнеса епатфан педар кейсы хастудзысты. Вудунда ал хаттар балаудзысты ефарсман. Отаты Алена Остаты Завер, телерадиокомпании ИР. Нернам нама газур бо вахс кана و инсан кана ама карадян хиюатта вахс адам балта кандиста лавартам мама газга дахику хаярас лаварай хоздарницы да зарда юлдар умна варзна ама болавар кандина да такут قد كانسكري الظروف تقول كان فلا بنتون نقرينا قو زردا ومفرن فلا باكسم جوت نطالع ما وين باتمون زنيس بيرا ديستكتا Здравствуйте, с вами рубрика «Интерьерные штучки» Наталья Джоева. Сегодня мы с вами будем делать заколочку для своей любимой дочки. Может быть, соседской девочки, родственницы. Всем мы можем одарить своими любимыми поделками. И сегодня мы с вами будем делать любимого мультипликационного героя единорожку. Для этого нам понадобится, конечно же, заколочка, основа для заколочки, сломанная заколочка и фетр. Мы возьмем белый фетр. Белый фетр и кусочек фатина. Мы будем делать гриву девчачью, красивую. Итак, мы с вами рисуем голову единорога. Как же это будет выглядеть? Как цифра 2. Очень легко. Вот таким вот образом выглядит голова единорожки. Это циферка 2. Без нижнего хвостика. И вырезаем. Ну, про единорогов мы ничего с вами сказать не можем, поэтому поговорим давайте о лошадках. Лошадки, кстати, очень древние животные. Они появились на Земле буквально 60 миллионов лет назад. Но, конечно же, первые лошади мало походили на современных. Они были ростом всего 35 сантиметров и весили 5 килограмм. И, кстати, современные дикие лошади не такие уж и дикие, они просто одичавшие. Настоящие дикие лошади, которые никогда не были приучены человеком, это дикие азиатские лошади. Все остальные лошади это одичавшие. Вот, кстати, даже вот американские мустанги это всего лишь одичавшие лошади со времен Колумба, когда в 16 веке испанцы завезли туда лошадей. Вот у нас с вами получилась вот такая вот голова лошади. Нам еще нужно с вами вырезать ушко. Ушко будет похоже на листочек. Обыкновенный листочек. Так, широкенький. В середину этого листочка мы капнем капельку клея. И вот так вот зажмем, чтобы немножко наше ушко было, как сказать, 3D. И ушко приклеим на заднюю сторону нашей головы лошадки. Вот так вот. Вот какая замечательная у нас ушастая с вами получилась голова. Но мы с вами делаем единорога, поэтому мы еще должны будем вырезать рог. Рог я хочу сделать золотистый, я его вырежу из золотистой пайеточки. Рог выглядит как простой такой треугольник острый, конус. Мы опять же намажем его клеем и приложим вот сюда. Оп! Вот у нас уже что-то с вами получается, уже похоже на единорожка. Нам осталось пришить или вышить глазик и гриву. Но, как я говорила, мы будем делать единорожку девочку, поэтому мы возьмем с вами фетр.
Фетр опять буквально 1,5-2 сантиметра шириной. Вот для гривы. Вырезали, берем иголку и простым швом вперед иголка мы прошиваем. Закрепляем ниточку на самом начале нашего пути, чтобы мы с вами не запутались, чтобы наша иголка не проскочила. И прошиваем. Раз, 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 раз. Кстати, у лошадей отличное обоняние. Они чувствуют, даже химически чувствуют эмоции всадника. Если всадник боится, лошадь тоже начнет нервничать. Поэтому иногда всадники мажут себе руки ароматическими веществами, чтобы лошади не учуяли их страх. Так, вот мы с вами прошили. Закрепляем ниточку парочкой стежков. Лошади, кстати, очень любят дружить с кошками. И даже позволяют на себе кататься, обтираться об себя. Так, давайте померяем нашу гриву. Так. Вот такая красивая грива у нас получается. Ну что ж, давайте приклеим эту красоту. А домашнего дикую лошадь люди стали где-то 4000 лет назад, а до этого приносили только в жертву. Кстати, живут лошади где-то 20-30 лет, но долгожитель старый Билли в Англии, тягловая лошадь, она прожила практически 62 года. Если ее года перевести на человеческие года, то это где-то 173. Вот какая прелесть у нас с вами получилась, девчачья единорожка. Все, что нам осталось, это приклеить или пришить глазки. Я, пожалуй, приклею. Мы опять же возьмем бусинку синенькую. Вот, приклеим. Можно приклеить еще какое-нибудь украшение. Давайте я приклею бабочку. Пусть на нашей единорожке еще на ушке сидит бабочка для красоты. Вот. И у нас совершенно выйдет девчачья единорожка. Вот. Все, что нам осталось теперь, это приклеить ее к заколочке. Мы берем заколочку, намазываем. И вот такое замечательное украшение для нашей любимой девочки у нас с вами готово. Это все, что мы успели сделать сегодня. С вами была рубрика «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До свидания. Амохамхадзе гогима, сорозам гимнастиком. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если же пока еще гимнастика. Варайсом Хорс. Сегодня я покажу вам 3 упражнения, которых будет достаточно для того, чтобы отлично проработать пресс. И начнем мы с обычных скручиваний. Единственным отличием будет то, что мы поставим ноги на 90 градусов на весу. Руки держать у висков, оторвать лопатки плечи от пола и на выдохе делать скручивание. Подъем. Далее опускаем руки в пол, ноги соединяем вместе коленками, опускаем голову в пол и убираем ноги вниз. На подъеме выдох. И последнее упражнение. Поднимаем ноги в потолок, пятками вверх. И на выдохе стараемся подтянуться наверх. Делайте
все эти 3 упражнения по 20 раз в 3 подхода. И красивый пресс вам обеспечен. Хорошего дня! Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. وده الخرز رئيسهم تأثيرات على خطر ناتلي كشتم. Na Oliver Karuma Bochacej, a Manzuram, Samai Bon, Otsawotzabach.